Ну, никакого страха нет, естественно, но где эта красная черта и где остановиться, как говорится? Вот, Есть ли пределы? И кто их положит? Спасибо. Страха у нас нет, ни у меня нет, ни у кого не должно быть. Но мы должны исходить из реалий. А реалии вы сейчас, в общем, достаточно образно и в присущей вам блестящей манере описали. Нагнали на нас определенного страху. Но, повторяю еще раз, я бы не стал ничего бояться. Но мы трезво должны оценивать ситуацию. В чем она заключается? Ну, вы, в общем-то, сейчас об этом образно сказали. Нам когда-то обещали, я в Мюнхене в свое время говорил об этом на конференции по безопасности, что после объединения Германии не будет расширения НАТО на восток. За восточные границы НАТО, как нам тогда сказал генеральный секретарь НАТО, тогдашний, альянс двигаться не будет. А потом началось его расширение. И за счет бывших стран Варшавского договора, а потом уже и за счет Прибалтики, за счет бывших республик Советского Союза. И я в свое время говорил, ну зачем вы это делаете? В чем смысл? В обеспечении безопасности этих стран. Вы думаете, на них кто-то нападет? Ну хорошо, достаточно заключить договор, двухсторонний договор о дружбе и взаимопомощи, в том числе военной. И безопасность этих стран будет обеспечена. Ответ. Вас это не касается. Народы и страны сами имеют право выбирать способ обеспечения своей безопасности. Ну хорошо, это правда. Но правда также и то, что когда инфраструктура военного блока подвигается к нашим границам, то это вызывает у нас определенные опасения и вопросы. Мы должны предпринимать какие-то ответные шаги. И это ведь тоже правда. В этом нам тоже никто не может отказать. И это вынуждает нас к каким-то ответным действиям. Сейчас вот я воспользуюсь этим и два слова еще скажу про наши переговоры по системе противоракетной обороны. Что не менее важно, а может быть более важно, чем расширение НАТО на восток. Кстати говоря, и наше решение по Крыму в том числе было связано отчасти и с этим. Конечно, прежде всего и главным образом это поддержка крымчан, но и соображение порядка такого, что и если мы ничего не сделаем, то в какое-то время в городе русской военно-морской славы в Севастополе, что Крым, конечно, выдается в Черное море, в центре находится как бы, но исходя вроде из военно-политических, из военных соображений, он такого значения, как в 18-19 веке не имеет, имея в виду наличие современных ударных средств поражения, в том числе и береговых. Но вот если туда зайдут войска НАТО, они же там поставят эти ударные средства. И тогда для нас это имеет уже геополитическое значение. Тогда Россия окажется практически выдавленной из Причерноморья. У нас остается маленький кусок берега, там 450 или 600 километров. Все. И это вот реально выдавливание России из этого очень важного для нас региона мира, за которое сколько косточек русских положено там в течение всех этих предыдущих веков. Это серьезная вещь. Поэтому бояться ничего не нужно, но мы должны и будем учитывать эти обстоятельства и соответствующим образом реагировать. То же самое происходит, как я сейчас только сказал, и с нашими переговорами по размещению элементов противоракетной обороны США. Это не оборонительные системы, это часть наступательного потенциала, вынесенного на периферию. Этих систем, ближе к нашим границам, перекрывает позиции наших ракет, стратегических ракет наземного базирования. Все прекрасно это понимают, отдают полностью себе в этом отчет. Говорят, ну, поверьте нам, что это не против вас.